Время новостей на телеканале АТР. 14 марта, 1111 день аннексии Крыма. В эфире «Заман», в студии Эскендер Меметов. Смотрите в этом выпуске. Генпрокуратура передала дело Януковича в суд. Розгляне звинувачення у державній зраді лідера, якого обрала нація. Собственники автомобилей с европейскими номерами просят их узаконить. У нас іде дискримінація українця по відношенню до іноземця. Міністр із Люксембурга посетив Широкіна. Те, що тут зроблено, абсолютно не можемо говорити, що це зробили якісь окремі поодинокі люди, а це зробила армія. Оккупационный суд в Крыму продолжает допрашивать тайного свидетеля по делу Ахтема Чийгоза. Допрашиваемый вновь путается в показаниях, отказывается отвечать на вопросы защиты, объясняя, что уже давал ответ на них. Но, по словам адвоката Николая Полозова, свидетелю не задавали ранее подобных вопросов. Он не раз ошибался в информации, которую член президиума Меджлиса, которым он представился, должен знать наверняка. Заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза судят за якобы организацию массовых беспорядков под стенами парламента Крыма 26 февраля 2014 года. Свидетелем стал добровольно. При этом стоит отметить тот факт, что большинство засекреченных свидетелей были допрошены следователем за день, за два до ареста Ахтема Чийгоза. Таким образом, этих людей сознательно следствие готовило для того, чтобы осуществить арест Чийгоза и дальше классифицировать это дело. Родные политзаключенных из Крыма просят ввести новые санкции против России. Родственники незаконно задержанных и осужденных написали письмо к членам Европейского парламента с просьбой внести текст резолюции, которую рассмотрят в четверг, пункты, связанные с расширением санкций против России. Под обращением подписался 81 человек. Все они являются родственниками тех, кто стал жертвами репрессий в оккупированном Крыму. Среди предложений назначить специального представителя Европейского Союза для оккупированных Крыма и Донбасса, требовать от российской власти свободного доступа в оккупированный Крым международных правозащитных миссий с привлечением независимых медиков, чтобы объективно оценивать состояние здоровья заключенных, а также привлечь к ответственности всех, кто виновен в нарушении прав человека в Крыму. В этом году оккупационные власти в Крыму начали показательно арестовывать адвокатов, политзаключенных и людей, которые носят им передачи. Это значит, что барометр несвободы на оккупированном полуострове достиг своей критической отметки и требует немедленной реакции международного сообщества. В авторитарной России невозможно справедливое правосудие. Единственный шанс для наших родных вернуться домой и остановить рост политических репрессий в оккупированном Крыму – это усилить международное давление на Россию, которое демонстративно пренебрегает принципами международного права. Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Канадой. За соответствующее решение проголосовали 272 народных депутата. Принятие закона позволит завершить все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. В Минэкономразвития рассчитывают, что новый закон позволит существенно нарастить украинский экспорт в Канаду. Ведь соглашение предусматривает немедленное освобождение от пошлин 99,9% украинских товаров. Президент Петр Порошенко приветствовал ратификацию соглашения. Ця угода започатковує символічний трансатлантичний місток вільної торгівлі, і відтак український бізнес отримає доступ до північноамериканського ринку. А це і зростання українського експорту, і зростання прямих іноземних інвестицій в Україну, і створення нових робочих місць у будівництві, промисловості, торгівлі. Генпрокуратура Украины передала в суд дело против Виктора Януковича. Об этом во время брифинга сообщил глава ГПУ Юрий Луценко. Прокуратура заочно обвинила экс-президента Украины в государственной измене. Генеральная прокуратура России заявила о готовности организовать допрос экс-президента Украины на своей территории в присутствии украинских следователей. Украинские правоохранители, в свою очередь, заявили, что не будут участвовать в допросе Януковича на территории России. Следствие настаивает на возвращении Януковича в Украину, обещая гарантии безопасности справедливого судебного процесса. Це перший процес над президентом української держави. Я вважаю цю подію надзвичайно важливою, тому що це вперше суд української держави розгляне звинувачення у державній зраді лідера,
яку обрала нація. І суд винесе свій вердикт. Не через 50, не через 100, не через 300 років після зради, а буквально по гарячих слідах скоєного важкого злочину у вигляді державної зради. В Киеве требуют легализации авто с еврономерами. Автоактивисты припарковали около сотни машин на улице Грушевского возле Верховной Рады. Обещают перекрыть улицу, если депутаты не изменят таможенный кодекс и не примут закон, упрощающий пользование европейскими авто. У народных избранников есть неделя, чтобы услышать владельцев европейских автомобилей. В 6 утра возле Верховной Рады появляются колонны машин с еврономерами. Да. Туда подъезжайте, там паркуйтесь, Активисты паркуют свои авто вдоль улицы Грушевского так, чтобы их присутствие почувствовали народные депутаты. У нас сейчас ограниченное движение. Соответственно, депутаты, которые привыкли парковаться прямо под Верховной Радой, им уже будут неудобства по-любому. Вот эти неудобства связаны с тем, чтобы они поняли, что целая громада, огромная большая громада настроена решительно отстоять свои права. Вот такой вот у меня автомобиль. Любимая ласточка. Харьковчанин Роман Старченко свою машину пригнал из Литвы год назад. Автомобиль, в частности, в Литве стоит порядка, где-то 2500 евро. Если я его доставят мне его в Украину, полный пакет документов для правильной езды в Украине, это еще ориентировочно около 1000. То есть в целом автомобиль, пускай даже со всеми там грубыми подсчетами, обойдется в 4000. В Украине за такие деньги, я смогу купить Ланос, который будет далеко не первой свежести. Если растаможить эту машину, ее стоимость вырастет в несколько раз. Это несправедливо, считает Роман. Это просто абсурд. На сегодняшний день даже нас страной третьего мира назвать нельзя, потому что мы уже давным-давно за гранью бедности. Но тем не менее у нас стоимость растаможки самая дорогая, я думаю, наверное, даже в мире. Сейчас в Украине больше 100 тысяч машин, которые ездят фактически полулегально. Запретить их политики не решаются, но и легализировать тоже не спешат. С марта прошлого года в парламенте зарегистрирован проект закона, позволяющий ездить на нерастаможенной машине год, а не 5 дней, как сейчас. Активисты пришли напомнить о нем депутатам. А зараз ми своїми діями, які кожні 5 днів потрібно виїжджати на кордон, ми створюємо черги, ми створюємо корупційну схему на митницях з хлопців, які їздять на митниці, требують кошти, не дай Бог там запізнився на 2 години, це починаючи штрафи із 100 гривень і закінчуючи там десятками тисяч гривень на сьогоднішній день. Около 100 машин вдоль Грушевской будут стоять до тех пор, пока депутаты не услышат их требования, заявили активисты. Если до конца этой недели закон не примут, они обещают перекрыть улицу. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн посетил Широкино. В поездке его сопровождал глава МИД Украины Павло Климкин и председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павло Жебровский. Широкино находится на линии разграничения, где украинские защитники воюют с бойцами самопровозглашенных республик. Европейский министр ознакомился с масштабами разрушений, произошедших в результате обстрелов российскими оккупантами. Те, що я тут побачив, те, що тут зроблено, абсолютно не можемо говорити, що це зробили якісь окремі поодинокі люди, а це зробила армія. Сьогодні мають продовжувати санкції проти Росії, і власне це в тому числі, щоб розуміли, що це не просто тут забавки якісь і так далі. Дуже важливо, щоб вони побачили на свої очі, бо ті міністри, які сюди приїжджають, це не туризм. Це не туризм. Це впевнитися, що те, що говорять наші дипломати, це відповідає дійсності. Безвиз для Украины обещают этим летом. В июне этого года владельцы биометрических паспортов смогут до 3 месяцев путешествовать по странам Европы без Шенгена. Такое решение приняли после доклада в Совете Европы. Украина за 3 года выполнила все условия для отмены визы и установки временной зоны свободной торговли с ЕС.
Украина выполнила все 144 условия для введения безвизового режима с Евросоюзом. Основной причиной непредоставления такой возможности в прошлом году стала разработка системы приостановления безвиза в случае миграционного кризиса. В грудні 2016 року була доповідь європейської сторони про те, що Україна дійсно політичну частину все виконала, всі критерії, які необхідні для запровадження безвізового режиму. Разом з тим була певна умова, яка не пов'язана була з Україною. Це запровадження так званого suspension mechanism, механізму призупинення безвізового режиму для третіх країн в разі виникнення міграційних ризиків. Тобто це була і є, залишається одною з важливих проблем, яка існує в Європейському Союзі. Безвиз для Украины не только ускорит евроинтеграцию, но и несет в себе угрозу. По словам экспертов, следует ожидать миграции квалифицированных кадров за границу, что может негативно отразиться на дальнейшем развитии Украины. Я прекрасно понимаю то, что очень многие будут использовать этот безвиз не по назначению, как возможность поиска своих дальнейших перспектив, той же действительно Португалии, Италии, и прежде всего Польши. Основными условиями для путешествия по странам ЕС сроком до 90 суток являются наличие биометрического паспорта, ваучера в отель, страховки, приглашение принимающей стороны и 45 евро на сутки пребывания. Тем, кто нарушит правила нахождения на территории ЕС, грозит депортация и запрет на въезд в страны Шенгена от 5 лет. В процесі безвізового діалогу запроваджено біометричні паспорти в Україні з січня 2015 року. На сьогоднішній день вже близько 3 мільйонів громадян України мають біометричні паспорти для виїзду за кордон. Ми, звичайно, розуміємо, що буде підвищення попиту в зв'язку із запровадженням безвізового режиму, але ми не очікуємо якихось критичного збільшення. Тобто ми не очікуємо напливу, з яким би не могла впоратися міграційна служба. По словам политологов, предоставление безвиза для Украины является мотивацией для внедрения реформ и скорейшей интеграции. І надавати безвізовий режим країні, де триває війна, де триває економічна криза, надзвичайно незручно. І це лише означає одне. Те, що серед політичних еліт на європейському рівні ухвалено стратегічне рішення долучати Україну до європейської інтеграції. По прогнозам, уже в июне украинцы будут путешествовать по странам Шенгена без виз. По словам представителей МИДа, это следует воспринимать как шанс на развитие Украины, а не как возможность мигрировать за границу. Лидия Полянская, Эльдар Тарахташ, Саман, АТР. Это все новости на этот час. Не пропустите следующий выпуск «Заман» с Шевкетом Намутулаевым. Будьте с АТР. Всего доброго.